Доброе утро, жители нашей республики! В эфире главного национального канала передача «Новый день» и я его ведущий Максим Гоголев. Что ж, сегодня понедельник, 20 июля, и этот выпуск мы сегодня хотим посвятить 100-бальникам, потому что действительно это те дети, которые в условиях непростых самоизоляции имеют такой хороший настрой, что получили именно такие максимальные 100 баллов. Это меня успокаивает и дает надежду на наше светлое будущее. Сегодня также отмечается День шахматов и День торта. Эти интересные и вкусные темы смотрите сегодня в нашем выпуске. Далее узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра плюс 22, плюс 18, днем плюс 31, плюс 28. Заречье плюс 25, плюс 23, днем плюс 33, плюс 31. Южные улусы плюс 21, плюс 18, днем плюс 23, плюс 20. Вилюйские улусы плюс 16, плюс 14, плюс 21, плюс 19, днем. Нижнеленские улусы плюс 20, плюс 18, днем плюс 26, плюс 21. Западные улусы плюс 16, плюс 12, днем плюс 19, плюс 16. Колымо-Индигирские улусы плюс 22, плюс 17, днем плюс 28, плюс 23. Янские улусы плюс 20, плюс 14, днем плюс 25, плюс 18. Северо-западные улусы плюс 14, плюс 11, днем плюс 18, плюс 12. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 24 градуса, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный 4-11 метров в секунду. Днем ожидается плюс 31-33 градуса. Что ж, также мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 22 279 22 62. По этому номеру вы можете дозвониться до нас, написать какое-нибудь поздравление своим родным и близким. Что ж, и у нас есть первое включение по теме 100-бальников. У нас на связи Ирина Любимова. Доброе утро. Доброе утро. Что ж, как у вас настроение? Отлично. Угу. Ну что ж, всех родителей интересуют условия, которые вы предоставляете для экзаменаторов, да? Расскажите об этом. Да, в этом году у нас учебный год необычный был. Значит, с марта месяца мы учебный процесс организовали в дистанционной форме. Это было немного затруднительно и родителям, и выпускникам. Но мы все учителя республики, все школы ежедневно организовали консультации для выпускников. Мы это тщательно мониторили. И надо сказать, что есть опыт некоторых районов, которые даже вот, надо сказать, Хангаласский район очень успешно реализовал проект. Учителя высшей категории организовали консультации для всех выпускников района. Это было очень замечательно. Это действительно вот, проведены были телеуроки на НВК САХА через ваши каналы. Вот. И, конечно, вот то, что сроки экзаменов были перенесены несколько раз, это тоже психологическое напряжение создавало для детей, поэтому и родителей, поэтому наши психологи, классные руководители, социальные педагоги очень активно в этом плане работали. Всех надо было успокоить, чтобы единые государственные экзамены начались в таком спокойном режиме. Ну что ж, Ирина Павловна, действительно, это успех на самом деле, что вы так быстро мобилизировались, да, в такой ситуации. И успех, скажем так, всей вашей команды. Да, я думаю, что команда республики, она очень слаженно работает, поэтому это не первый год, 21 год мы работаем в режиме ЕГЭ, поэтому... Да. Были трудности, я скажу, что вы правильно отметили, что условия были разные, а требование было одно. Роспотребнадзор Российской Федерации с нас требовал очень много таких новых требований. В каждой аудитории должны были быть рециркуляторы, дезинфицирующие средства должны были быть. Вот. И мы это все создали. Ну да, действительно, все ради безопасности нашего будущего. В этом году наших детей. какие отличия, вот сколько детей
подало заявки, сколько сдавало экзамены? Расскажите об этом. Да, в этом году надо сказать, что 5983 человека было заявлено, и в том числе выпускники прошлых лет. Но выпускники этого года, где-то процентов 25, они отказались от сдачи ЕГЭ, потому что они были намерены поступить в средние профессиональные образовательные учреждения. Поэтому вот, еще это новизна этого года. Да. Ну что ж, итоги будут известны у нас в октябре месяце, правильно? Да, окончательные итоги к октябрю будут, но сегодня первые результаты у нас да. очень радуют на самом Ну, деле. по секрету расскажите, какие же результаты у нас уже есть. Ага, ну, ребята сегодня, выпускники, получили первые результаты, поэтому 100-бальники, как вы отметили, да, первый, значит, поток экзаменов у нас была русская литература. У нас в прошлом году, если было 2 100-бальника, в этом году 5. Вот. В этом году впервые в истории, значит, по экзамену по географии получил ребенок второй школы города Якутска 100 баллов. И, как всегда, у нас отличается республиканский лицей-интернат. 1 100-бальник по информатике пока. Вот. И буквально вчера утром мы получили результаты от 6 июля русского языка. Там мы же сдавали 2 дня русский язык. Да. Поэтому, если в прошлом году было 7 100-бальников, то вчера мы получили 19 100-бальников, чему мы очень рады. Это здорово, да, действительно. Что ж, Ирина Павловна, я вас поздравляю с этими результатами. Это еще не конец. Я вам желаю плодотворной работы в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Что ж, сегодня, 20 июля, отмечается также День шахмат. Эта игра имеет свой особый шарм, и самое главное, он развивает логику у ребенка. Давайте посмотрим об этом сюжет. Сегодня я хочу вам рассказать о древней и очень интересной игре шахматы. История шахмат насчитывает около 1500 лет. И с тех пор шахматы также популярны. Многих отпугивает, несмотря на популярность, сложность правил. Сегодня я хочу вам показать, что правила игры в шахматы не такие уж и сложные. В шахматы играют 2 человека. Одному достаются белые фигуры, другой играет черные. Игра происходит на доске, состоящей из 64 клеток 2 цветов. Белые и черные клетки чередуются по очереди. Цель игры – поставить королю соперника мат. Начнем с ладьи. Ладья располагается в углах, в начале партии в углах доски и ходит по прямым линиям, либо вертикально, либо горизонтально. Свои фигуры перепрыгивать ладья не может. Следующая фигура – слон. Слон ходит также по прямым линиям, но по диагонали. Диагональ она всегда одного цвета. Ферзь ходит и как ладья, и как слон. Может в эту сторону пойти по диагонали, может пойти по горизонтали. Следующая фигура – конь. Конь – единственная фигура, которая может перепрыгивать через свои и чужие фигуры. Конь ходит буквой «Г». То есть это 2 клетки в одном направлении и 1 клетка в бок, притом в любой. Пешка может перепрыгнуть через 2 клетки 1 раз в партию. Также пешка может ходить и на 1 клетку в начале, и в дальнейшем также пешка продвигается только на 1 клетку вперед, а взятие пешка осуществляет ходом наискосок. Единственная из фигур достигнет последней горизонтали, превратить пешку в ферзя. Сейчас мы познакомимся с самой главной фигурой на шахматной доске – это король. А король ходит по 1 клетке в любом направлении. Король может 1 раз за партию сделать специальный ход, который называется рокировка. Рокировка возможна только в том случае, если королю не объявлен шах соперником, и если он не ходил, и если не ходила ладья. Король из начальной позиции может перепрыгнуть через клетку, и ладья, с которой он делает рокировку, перепрыгивая через него, становится рядом. Также в данной позиции возможна была длинная рокировка. Король перепрыгивает опять же через клетку в другую сторону, и ладья становится рядом. Целью игры является мат королю соперника. Это самое главное, только после этого игра считается закончившейся. Оттачивать полученные знания правил шахмат и навыки игры сейчас можно в интернете, так как в наш век информационных технологий информация очень доступна. Есть популярные видеохостинги типа YouTube,
Есть много игровых платформ, где вы можете играть с шахматистами из разных уголков мира. В Якутии шахматы очень популярны. Есть возможность и заниматься, и соревноваться. В таких учреждениях, как Якутский республиканский шахматно-шашечный центр, шахматная гимназия. Также шахматы стали доступнее для детей, потому что они включены в школьную образовательную программу. В Якутии много шахматистов, которые участвуют в международных соревнованиях, в всероссийских. И есть достижения на этих соревнованиях. Уважаемые зрители, 20 июля – это Международный день шахмат. И я поздравляю всех шахматистов с нашим праздником. Также мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. И у нас на включение второй гость. Мы обратились к директору Центра мониторинга качества образования Министерства образования и наук Республики нашей. И у нас в гостях Надежда Герасимова-Попова. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, где вы находитесь? Мы в данное время находимся на рабочих местах. Через несколько минут начнется уже в северных улусах единый государственный экзамен по иностранным языкам и по биологии. Ну как здорово. Получается, вы работаете в таком же режиме, как и мы. С глубокого утра. Что ж, я вижу, что вы работаете уже постоянно в таком режиме и уже имеете какой-то постоянный настрой боевой на это все, на работу. Расскажите нам, пожалуйста, сколько пунктов у нас по городу и по республике? Но в 2020 году единый государственный экзамен проходит в особом формате. В экзаменах принимают участие только те ребята, которые нацелены поступить в высшее учебное заведение. Поэтому, как и во всех регионах, в республике участников единого государственного экзамена стало меньше. Если взять по экзаменам, то единый государственный экзамен по русскому языку, обществознанию, математике остаются наиболее востребованными. Есть увеличение в этом году у нас количества участников по информатике, истории, английскому языку и литературе. Это, конечно, нас всех радует. Да. Для проведения экзаменов в начале года у нас было запланировано 233 пункта проведения экзаменов, из них 2 пункта на дому. С учетом того, что единый государственный экзамен в этом году сдают только те, кто поступает в высшее учебное заведение, у нас на территории республики действует 200 пунктов проведения экзамена, из них 2 пункта проведения – это пункты, организованные на дому. Что ж, это очень действительно интересно. Мы вот только что разговаривали с Ириной Павловной и узнали, что у нас очень много 100-бальников. Этим замечательным детям мы посвящаем, конечно же, сегодняшний выпуск. Расскажите, сколько еще экзаменов предстоит сделать до октября месяца? На этой неделе, буквально в понедельник, в среду, мы завершаем основной период. То есть сегодня наши дети будут сдавать иностранные языки и биологию. Завтра, в среду, то есть 22-го, предстоит последний экзамен. Это экзамен по иностранным языкам, часть говорения. 25% выпускников отказались от ЕГЭ. С чем это связано? Ну, это связано с тем, что в этом году, как я уже говорила, правила игры изменились. Сегодня у нас единый государственный экзамен проходит в особом формате. В экзаменах принимают только те ребята, которые нацелены поступать в высшее учебное заведение. В связи с этим у нас сократилось, как и в других регионах, количество участников. Ну что ж, спасибо вам большое за информацию. Желаем плодотворной работы, еще побольше 100 бальников в копилку нашей республики. Спасибо. Что ж, ты пчела, я пчеловод, она любит мед, мне повезет, как сегодня поют наши современные поэты, да? Пчеловодству республики быть. Давайте посмотрим об этом сюжет. Это уже запечатанный мед, это уже, как говорится, все, можно его забирать, как говорится, можно в зиму оставлять. Вот это пчелам. Но в зиму нельзя. Почему? Сейчас это сухое лето у нас. Могут притащить пади сюда. Падевый мед. А падевый мед – это гибель для пчелы. А для человека он полезный. У кого сахарный диабет,
падевый мед помогает. Цветочная пыльца, перга, маточное молочко, трутневое молочко. Ну, в прошлом году урожай был нормальный, я считаю. Вот. Нормально это как считается? В пределах 3 тонн, 2,5. Эти запах какой стоит. Чувствуете, да? Да, это фитотерапия называется. Значит, работать до 9:30, потому что уже последние залетают в 9:30, потому что уже холодно становится. Такого еще не было, чтобы уже в 9 часов было холодно. Они садятся. Обратно перестать. Они все назад возвращаются. А когда если бы тепло было, работали бы до 12 часов. Ну, пчела, как женщина, с ними работа, это ювелирная, Тонко. тонкая. Не просто, что улей поставил и мед полился. Нет. Я занимаюсь 37 лет. Закончил техникум Красноярска. Был на международном форуме в Владивостоке, пригласили, еще в Китае был, пригласили на международный форум. Подбери вот так. Вот. Она не тронет, потому что она работает, как и человек. Вот я стою. Вот. Вот она и мама. Вот она. Вот она. Ой, это что-то с Видите, короной. Да, вот она, видите, Красивая. да, вот она. Эта пыльца помогает печи, почки, сердцу, иммунная система, легкие, система, состав, кишечник, желудок. Вот. Ух ты. Он очень целебный, потому что у нас цветы вообще букет. Нету того, там, что с одного какого-то растения, он, как говорится, они букет тащат. Такие вот замечательные взаимоотношения, да, деловые имеет Анатолий со своими пчелами. Мы желаем ему, конечно же, дальнейших успехов, побольше меда к нам и в наши близлежащие регионы. У нас поступило одно очень приятное поздравление. Доброе утро! Сегодня с днем рождения поздравляем любимого сына из Татты Колесова Михаила. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи во всем. С наилучшими пожеланиями, родственники. Также присоединяемся к этим замечательным словам. Что ж, и у нас дальше в подключении третий гость нашей программы, скажем так, стабальник Алексей Кычкин. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Мгм. Алексей является выпускником Национальной политехнической среднеобразовательной школы номер 2. Мгм. Что ж, Алексей, расскажи, пожалуйста, по какому предмету ты получил 100 баллов по ЕГЭ? По географии. По географии. Что ж, я вижу, что ты волнуешься. Не волнуйся, вся республика тебя поздравляет. Не волнуйся. Не волнуешься, да? Ну, замечательно. Скажи, Алексей, тебя уже называют Алексеем 100 баллов? Да, конечно. Ну, в действительности, это как бы прозвище ты заслужил. Как ты готовился к этим экзаменам? Готовился в течение этого учебного года. Мгм. В основном сам, ну, конечно же, с помощью моей прекрасной наставницы Аграфены Семеновны и Екатерины Горовны тоже в том числе. Мгм. Онлайн обучение тебе помогло? Онлайн скорее нет, чем да. Ага. Она, конечно, хорошая, но имеет очень много недостатков в виде, ну, не в очном формате, скажем так. Мгм. Поэтому Ну, то есть, какие бы Нет физических минусы ты бы контактов и отметил для прочее. себя? ну, конечно, во-первых, это отсутствие напрямой связи с учителем, Конечно. что отрицательно сказывается на вообще результат в целом. Мгм. Вот. Мгм. Что ж, расскажи мне, куда ты хочешь поступить? Поступить, конечно, хотелось бы в центр вуза, но наши тоже не исключается Мгм. из-за пандемии коронавируса. Вот, родители волнуются, типа, отправлять Ну да. куда-нибудь далеко там. Будь он не ладен, да? Да. Какие еще экзамены ты сдавал, кроме географии?
Помимо географии я сдавал истории, общество, профильную математику. Мгм. Ну и, конечно же, обязательный русский. Ну да, достаточно много ты экзаменов сдаешь. И насколько успешно, если не секрет? Ну, достаточно, скажем так. Ага. Вот нам очень интересно, да, что чувствует ученик, который получил 100 баллов. Ты был уверен в этом? Или это для тебя все-таки было какой-то маленькой неожиданностью? Скорее неожиданностью. Были некоторые волнения, но Мгм. они проходят, так скажем. И Мгм. жизнь течет обычным же, обыкновенным руслом, как и текла до этого. Как тебе показались задания? Они были легкими или сложными? Посложнее, чем вот промниках, ДГРов. Мгм. Ну, в любом случае ты справился, да? Посложнее, да. Ага. По-моему, ты единственный 100-бальник, который по географии получил. Вот именно такие высокие баллы. Только вчера мы узнали, что 19 выпускников получили 100 баллов по русскому языку. Да? Вот расскажи свой секрет. Как ты получил 100 баллов? Какой-нибудь совет нашим выпускникам, которым предстоит еще сдавать экзамен? Вот думаю, что, во-первых, надо любить свою дисциплину, которую ты сдаешь. Мгм. Во-вторых, надо усердно готовиться по нему. Мгм. В-третьих, ну, немножко удачи, конечно, Ага. в самом экзамене. Насколько длинная была твоя шпаргалка? Шпаргалка? Шпаргалок не было. Шпаргалки не было, значит. Ну, Да. я не сомневаюсь. Вот. Ну и расскажи, как друзья твои относятся к твоему успеху? Отношение к тебе поменялось или нет? Ну, как бы вы же говорили, Алексей, 100 баллов. Да. Да. Ну, то есть ты, Ну, в получается, общем, как ну... и всегда, да. Мгм. Как и всегда получается. Мгм. Алексей, 100 баллов. Я надеюсь, что ты не растеряешь свои навыки и в последующем. 100 баллов условные будешь получать высшие баллы уже в университете, в который ты желаешь поступить. Мгм. Да, конечно. Все ж, Алексей, еще раз поздравляем. Тебя поздравляет вся республика. Дальнейших успехов. Благодарю. Что ж, сегодня также отмечается День торта. Это очень приятный праздник. И сегодня мы хотели бы вам показать, как приготовить замечательный шоколадный торт. Сегодня мы будем готовить шоколадный торт, которого любят все. Для этого нам нужно подготовить все ингредиенты. Берем для начала масло сливочное. Оно должно быть комнатной температуры. 150 грамм масла взбиваем с сахаром. Включаем миксер на малую скорость. Итак, взбиваем 3 минуты. Убавляем скорость и добавляем растопленный шоколад, самый главный ингредиент. Далее убавляем опять миксер и добавляем, взбиваем по 1-3 яйца. Яично-шоколадно-масляная масса готова. К нему мы добавляем 1,5 стакана муки просеянной с пол чайной ложки соды. Тесто мы положим в формы диаметром 18 сантиметров. В качестве формы мы берем разъемное кольцо, 2 штуки. Противень. На противень стелим пергаментную бумагу. И разъемные формы ставим друг около друга. Делим тесто пополам и разливаем по разъемным формам. Разровняем тесто. Оно поднимется в 2 раза. Отправляем наши коржи выпекаться в духовке, разогретой до 170 градусов 40 минут. Проверяем на сухую зубочистку.
Сейчас мы будем готовить сырно-сливочный крем. Для этого нам понадобится сливки Пармалат 35%, маскарпоне. Важно выбрать хорошего качества, Бонфеста и сахар. Сливки 500 грамм наливаем в чашу, добавляем 100 грамм сахара. Взбиваем, начиная на медленной скорости. Сливки взбились. Добавляем сливочный сыр маскарпоне. И взбиваем до состояния однородного крепкого крема. Наш крем готов, а тем временем наши коржики остыли. С помощью ножа убираем наши коржики с формы. Коржики аккуратно режем пополам. Вот такой коржик изнутри. Ложим первый корж и заполняем кремом. И так слой за слоем. Сейчас мы будем украшать наш шоколадный торт. Для этого нам понадобится шоколадная глазурь и свежие ягоды. И раскладываем свежие ягоды по нашему желанию, веночком. Наш шоколадный торт готов. Приятного аппетита! Ну что ж, Марии, за предоставленное видео отдельное спасибо, так как действительно, когда смотришь это видео, конечно же, хочется огромный торт. У меня совсем мало времени осталось, и я хотел бы передать поздравления нашу одноклассницу Сивцеву Акулину Феофановну. Поздравляем с юбилеем, желаем всего наилучшего. И на этих высоких, замечательных нотах я хочу закончить наш русский блок и передать своим коллегам из якутского блока Петру и Айталине дальнейшую эстафетную палочку и, скажем так, слово. Вам желаем всего